Здравствуйте, друзья мои! В этом выпуске цикла «Да, но» вы узнаете о замечательном древнем празднике, к которому осетины всего мира готовятся на этой неделе. Празднуют его каждый год 28 августа. И даже месяц август в традиционном календаре называется Майрамамай. Сам праздник называется на остинском языке Майрамы Кожан и по церковному календарю соответствует Успению Пресвятой Богородицы. Кожан традиционный, как и Пасха церковная, праздник надежды, праздник веры. Различий между ними нет или практически нет, поэтому я далее буду называть его просто Пасха. Праздник Майрамы Кожан уходит своими корнями в глубокую древность и неразрывно связан с верой осетин в загробную жизнь. Наши предки верили, что там, за порогом смерти, жизнь продолжается, хоть и качественно другая. Там мы получаем наказание или награду за все, что делаем в этом мире. В нартовском эпосе представления осетин о загробном мире очень красочно описаны. Итак, о празднике. Готовиться к нему начинают задолго до его начала. Дня за 3 варят пиво. За день готовят различные кушания. А в день самого праздника пекут пироги и накрывают пышный поминальный стол. В этот день не принято ходить на кладбище. Внимание, это очень важно. Не ходите на кладбище в день праздника и за день до него. В системе верований нашего народа это очень плохая примета. Если вам надо убрать могилу близкого человека, можно сделать это заранее. Нужно даже делать это заранее. Просто воздержитесь в день праздника Майрамы Кожан от посещения кладбищ во избежание наказания. Ведь Майрамы Кожан – праздник веры в то, что наши близкие с нами,